Редакция Evidence Центральная Азия рада вновь услышаться со всеми на еженедельной рубрике. И наше сегодняшнее видеоэссе, кажется, вновь начнется с небольшого вступления. Вы уж потерпите, ведь герой нашего сегодняшнего видео всем вам известный Бакр, самая яркая звезда нового поколения кыргызстанской рэп-индустрии. Рэп, как и любой крупный жанр музыки, имеет свои музыкальные традиции, школы и течения, равно как и их последователей среди исполнителей и фанатов. Среди многих школ американского рэпа есть, например, деление по побережьям, западному и восточному. По крайней мере, о Notorious B.I.G. и Тупаке Шакуре вы точно слышали. Также есть рэп южный, всем известный Лил Уэйн или, например, тот парень из «Форсажа», который не только технарь в команде Доминика Торетто, но и рэпер Лудакрис. Есть старая и новая школа, отличающая ребят вроде Наса и Куин Латифы от Канье Уэста и других экспериментальных исполнителей из 2010 года. Однако, самое базовое деление в рэпе начинается из предпочтения к хорошо звучащим в плане голоса исполнителям вроде Нейт Догга или к любителям хитро срифмованных осмысленных текстов, вроде Эминема или МФ Дума. Разумеется, их разделяют разные наборы навыков, и у каждого исполнителя есть свои фанаты. Однако наш сегодняшний герой Бакр – наглядный пример того, как исполнитель на протяжении своей карьеры может переходить из одной категории в другую. Давайте разбираться. Музыкальная карьера Бакра, исполнителя, выстрелившего сперва в Инстаграм и ставшего мега популярным после выступления на площадке творческого объединения Курултай, местной адаптации международного проекта Colors. Думаем, кстати, снять видео о деятельности Курултай. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Началась с получения через эту платформу возможности быть услышанным многими тысячами слушателей. Мы уверены, что многие из вас тоже запомнили его с трека «Олюрумда», Как это бывает с рэперами, первый громкий трек был самым ярким отражением стиля исполнителя. В предыдущем видео, если вы помните, мы отмечали сходство флоу, навыка подачи рэпера Бегиша с манерой исполнения кыргызских монасчи. В этом плане вот эта фирменная читка Бакра является даже более музыкально звучащей, чем у Бегиша. Интересные напевки вроде которые содержат в себе нотки творчества наших предков. Он, Бегиш и Фримент были даже награждены благодарственным письмом от Джугурку Кинеша за вклад в том числе в популяризацию кыргызского языка. В сочетании с отличным музыкальным сопровождением и уникальным голосом Бакра сделали артиста очень громким именем в современной кыргызской рэп-игре. Однако, по мнению нашей редакции, он все-таки больше относится к школе рэперов-мастеров крутого звука, а не текстовиков. Несмотря на по-настоящему уникальную подачу, к примеру, необычный подбор слов, иногда зацикленный на одном слове, не совсем очевидно подходящим по смыслу вроде или специально съеденные части слов и звуки, как у Эминема. Основной темой музыки Бакра являются романтические отношения, а об академичности своих рифм он довольно мало волнуется. Примером этого могут служить следующие отрывки его произведений. Между нами расстояние, но я слышу твое дыхание, во снах вижу твое сияние, за что такое наказание? Зеленые глаза, так смотришь на меня, я потерял себя, я так люблю тебя. Если помните, мы рассказывали о квадратных рифмах, отмечая, что их почти нет в текстах Бегиша. Напомним, что сейчас на дворе не 19 век, и то, как качественные рэперы работают над рифмами сейчас, сильно отличается от того, как поэты вроде Александра Сергеевича Пушкина работали над рифмами в те времена. Взять, к примеру, отрывок из «Руслана и Людмилы».
До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась, пламенным волнением и смутным ужасом полна, душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоением. Как вы можете видеть, рифмы здесь преимущественно квадратные: забвением, сновидением, волнением, наслаждением, упоением. Их составление не представляет никакого труда. Впрочем, вы и сами сейчас, поставив видео на паузу, без труда составите несколько таких же. И на сегодняшний день в рэпе такая конструкция текста считается не очень качественной. В общем, мы к тому, что к подобным квадратам явно относятся такие примеры, как дыхание, расстояние, наказание в треках Бакра. Так что перейдем к разбору того, как он начал улучшать свое творчество в этом отношении и переходить в категорию универсальных исполнителей. На самом деле, у него еще в том самом треке «Олюрумда» были качественные заходы в интересный ритмический рисунок. Или качественная рифмовка в треке «Сирень». Сегодня напьюсь и расскажу все, что на душе накопилось. Ты моя муза, ганджа, баса, доля, ты моя акапелла. Доверь мне свою душу и полетели. Но на постоянной основе он не выдает таких же партов. И с кем бы вы думали, начался его переход в категорию текстовиков? С Бегишем. Совершенно другой уровень качества текста у Бакра получился на фитах с Бегишем. Неплохо составленный текст раскрыл навыки чтения Бакра намного лучше, чем на других треках. Сотрудничество с Бегишем у них довольно плодотворное, видимо из-за того, что Бегиш, артист как раз-таки принадлежащий больше ко второму лагерю рэперов-текстовиков, и, видимо, оказавший большое влияние на Бакра, поскольку качество текста именно в этих произведениях существенно отличается от каких-либо других. Меньше простых квадратных рифм, яркие образы и интересные находки. К примеру, мы уже ранее в видеоэссе о Бегише отмечали, насколько интересной с точки зрения адаптирования артефактов рэп-индустрии под местный контекст выглядит находка «Күнү-түнү-түтүн». Или взглянуть на то же предложение «Кайрадана алам жаралатка парагаттай күзүңдүн», которое помимо того, что демонстрирует изящные текстовые решения как «Капарагаттай күзүңдүн», так еще и очень красиво раскрывает довольно избитую в музыке тему романтических отношений, играя с классными образами вроде вселенной, зарождающейся в глазах. При этом он ни капли не потерял своей фирменной музыкальности. Просто послушайте припев. Настолько классно он звучал на этих треках, что их вполне можно считать доказательством наличия у него отличных навыков работы с текстом. Таким образом, Бакр, начавший свою карьеру скорее как артист, использующий интересный флоу по аналогии с Манасчи и играющийся со звуком и ритмическим рисунком в своих треках, потихоньку переходит в лагерь неплохих текстовиков, заморачиваясь над образами и рифмами в текстах. Осталось только выпустить ряд крутых с точки зрения текста сольных произведений. Желательно, конечно, еще и социально ответственных сольных произведений, чтобы снять все вопросы о месте Бакра как уже не восходящей звезды, а одного из крупнейших игроков индустрии кыргызского рэпа. Мы нисколько не сомневаемся, что это произойдет в скором времени, и ждем с нетерпением новых громких релизов исполнителя. С вами на связи был Evidence Центральная Азия с видео про талантливого рэпера Бакра. Ачуу таталда шо мен үчүн калп